Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы открылся первый банк грудного молока в Якутии. Для чего и кого этот банк создается, о новых программах и проектах, направленных на сохранение здоровья жителей Крайнего Севера, мы поговорим сегодня с Ольгой Лукояновой, доктором медицинских наук, профессором Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, президентом межрегиональной общественной организации «Объединение банков грудного молока». Ольга Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, наверняка в Якутске вот такой центр не единственный по России. Сколько их сейчас насчитывается у нас в стране? Ну, вы знаете, сложно сказать уже сколько, потому что они сейчас формируются довольно быстро после того, как вышли новые правила санитарные в нашей стране о том, что мы можем молоко грудное хранить, замораживать и размораживать. Но я думаю, что это где-то третий или четвертый по счету точно банк индивидуального хранения материнского молока. Скажите, а для кого созданы такие банки и какие проблемы они призваны решить? Но прежде всего эти банки формируются для больных и недоношенных детей с целью сохранить именно грудное вскармливание у этой категории младенцев. Категория очень уязвимая, трудно прикладываемые к груди, потому что детки ослабленные, больные. Это могут быть дети с врожденными пороками развития, в том числе врожденные пороки сердца, кишечника и так далее. То есть для детей, которые не могут полноценно кормиться из груди матери. Мама собирает для них молоко, сцеживает, хранит в холодильнике или в морозильной камере, а когда врачи начинают уже кормить ребенка непосредственно, разрешают кормить молоком, они это молоко размораживают и дают этим детям материнское молоко. Вот об этом идет речь. Но, наверное, и матери, у которых есть проблемы с лактациями, также могут пользоваться услугами банка молока. Нет, в том-то и дело, что речь идет об индивидуальных запасах материнского молока. То, что вы задали вопрос, это речь идет о донорском молоке. Я думаю, это будет наш следующий шаг. Сейчас идет только речь о индивидуальных запасах материнского молока. То есть когда у нее лактация нормальная, достаточная, она создает запасы молока для своего ребенка, который не может по каким-то причинам прикладываться к собственной груди матери. Вот об этом сейчас идет речь. Ну, наверное, у грудного вскармливания есть преимущество перед искусственным кормлением. Обязательно, именно поэтому сейчас во всем мире и идет такая, в общем-то, довольно активная борьба за сохранение именно материнского молока в питании ребенка, поскольку оно имеет огромное преимущество перед искусственным вскармливанием. Причем эти преимущества как непосредственные, так и долгосрочные, которые сказываются через 10-20 и на всю последующую жизнь ребенка. Ольга Леонидовна, скажите, а есть ли научно доказанные факты о том, что вот искусственные смеси негативно влияют на развитие ребенка? Да, конечно, и таких исследований очень много. Несмотря на то, что внешне эти дети развиваются вроде бы одинаково, но тем не менее исследования показали, что у детей, вскармливаемых смесями, и у детей, вскармливаемых грудным молоком, например, совершенно разный состав тела. У них по-разному накапливается жировая и безжировая масса тела. Эти дети по-разному реагируют на инфекции. Дети на детском питании, на детских смесях чаще болеют и тяжелее болеют. Дальше у них может быстрее и чаще развиваться избыточный вес и ожирение в дальнейшем, гиперхолестеринемия, повышенный риск развития высокого артериального давления и так называемого метаболического синдрома. То есть вот исследования показали, что дети, находящиеся на искусственном вскармливании, чаще развивают вот эти неблагоприятные явления для своего здоровья в последующем по сравнению с детьми на грудном вскармливании. Ну, получается, что такая мера вскармливания детей нежелательна, но если бывают женщины, у которых как раз проблемы идут с лактацией, это как крайняя мера для того, чтобы помочь ребенку? Ну, конечно, это своего рода альтернатива, и никуда от этого не деться, поскольку у нас довольно много мам, которые, ну так уж получается, по разным причинам не кормят грудью, и, конечно, на помощь приходят детские молочные смеси. Но все-таки нужно понимать, что грудное вскармливание — это биологическая норма, то есть это физиология, это естественный процесс, и ничего лучшего быть не может. И альтернативы нет грудному молоку. Есть его такая, так скажем, замена
которая может быть, если, конечно, нет материнского молока. Давайте тогда перейдем к другой несколько теме. Статистика по регионам существует ли по уровню грудного вскармливания? Да, у нас есть общая статистика по стране, мы имеем данные официальные, данные Минздрава. Два показателя у нас — это продолжительность грудного вскармливания от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12. Ну, цифры не очень радуют, это в пределах 40% кормят, мамы кормят грудным молоком детей до 6 месяцев, и примерно столько же с 6 до 12 месяцев, но это в целом по стране. А если отдельно по регионам, то, конечно, у нас есть ряд регионов, которые очень выгодно отличаются и в лидерах, в том числе как раз, кстати, и Якутия. Она, в общем-то, занимает лидирующие позиции по распространенности грудного вскармливания и, в общем-то, занимает одно из первых мест на Дальнем Востоке по этому показателю, если вот брать именно Дальневосточный федеральный округ. Но каждая семья имеет свои индивидуальные особенности и свои правила вскармливания грудным молоком своих детей. До какого возраста правильно это делать? Ну, вы совершенно правы, у всех свой сценарий. И каждая мама, каждая семья сама решает, до какого возраста они будут продолжать грудное вскармливание. Ну, в среднем это до 2 лет, так рекомендует Всемирная организация здравоохранения и большинство ведущих европейских международных организаций. Но я лично тоже придерживаюсь вот такого подхода до 2 лет, 1,5-2 года. Но если мама кормит меньше, это не значит, что мы должны как-то ее слишком осуждать. Я еще раз хочу повторить, это индивидуальное дело каждой мамы принимать решение о продолжительности грудного вскармливания. Но женщины на сегодняшний день в достаточной ли мере осведомлены о как раз процессе грудного вскармливания? Ведется ли какая-то работа, профилактические меры? Да. Ну вот опять же исследования показали, что чем более образована женщина, тем она более информирована о пользе и преимуществе грудного вскармливания. И наоборот. Поэтому, конечно, в женских консультациях, в детских поликлиниках стараются проводить какие-то беседы в плане, в вопросах поддержки грудного вскармливания, висят информационные плакаты и так далее. Но, конечно, информации хотелось бы иметь больше, именно на государственном уровне, иметь некую социальную рекламу, которой у нас сейчас нет. Поэтому в целом, да, мы должны повышать информированность нашего населения о огромной пользе и огромных преимуществах грудного вскармливания перед детскими молочными смесями. Помимо грудного вскармливания, какие факторы еще влияют на развитие здоровья ребенка? Ну, я думаю, что раз мы уж в целом говорим о питании, то я бы здесь продолжила эту тему и сказала, что на фоне грудного вскармливания следующим фактором является своевременное введение, например, прикорма. Далее это формирование здоровых пищевых привычек, которые идут из семьи. Поэтому семья перенесет все эти здоровые принципы или не очень на своего ребенка. И вот это и сформирует его здоровье. Поэтому, конечно, все дело в здоровом, правильном питании, основы которого лежат в грудном вскармливании. А есть ли какие-то сейчас новые программы и проекты, направленные на сохранение здоровья детей в нашей стране? Ну, проектов довольно много, программы тоже существуют, и в частности вот наш центр, он курирует программу оптимизации вскармливания детей первого года жизни, большой авторский коллектив работает над этой программой, и эта программа обновляется, в нее все время включаются какие-то изменения, дополнения, вносятся, вот сейчас будет формироваться следующая версия. То есть в соответствии с этим программы есть, на них можно опираться, они утверждены Минздравом. Ольга Леонидовна, нам известно, что вы приехали в Якутск для того, чтобы принять участие в научно-практической конференции. Расскажите, как прошло мероприятие? Да, я имела честь быть приглашенной на очень знаменательное событие в новом перинатальном центре в Якутске, в Республиканской клинической больнице. Открылся первый банк грудного молока. Но наш центр оказал методическую поддержку для открытия этого центра. И там создалась большая команда единомышленников во главе с главным врачом, с очень сильным административным ресурсом, при большой поддержке. И, конечно, я имела огромное
огромное удовольствие увидеть, насколько слаженно работает весь коллектив клиники на продвижение грудного вскармливания у себя непосредственно на местах. Мне очень понравилось, было торжественно, были заложены традиции, памятник открыт для кормящей мамы. К памятнику мы возлагали цветы, были очень теплые слова сказаны приглашенными интересными людьми, экспертами с большим опытом практическим. Ну, я нахожусь под огромным впечатлением. В целом, как вам наш регион? Вы наверняка здесь впервые. Нет, я уже 3-й раз, и каждый раз я попадаю в разные сезоны, и мне Якутск нравится все больше и больше, с климатом, с такой интересной погодой. Ну, впечатления замечательные, поскольку здесь закладываются особенные региональные традиции, но еще раз ты чувствуешь, что мы находимся в одном большом деле. Мы стараемся продвинуть грудное вскармливание во всей стране. А когда вот еще есть и с такими региональными особенностями, ты понимаешь, что все-таки у нас страна такая огромная, и столько в ней этих особенностей, и все же надо учесть. И когда вот в этом едином порыве все происходит, то как-то еще больше мотивации появляется продолжать это благородное дело. Ну что ж, будем надеяться, что дело действительно будет продолжено. Я благодарю вас, Ольга Леонидовна, за то, что стали гостьей нашей студии. И, как знать, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо и вам большое. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о грудном вскармливании. Берегите себя и до встречи в эфире.